очень часто задается по поводу рассрочки беспроцентной. Вот. Но упоминается в условиях, что в случае неуплаты вовремя, то есть будут какие-то штрафы или пеня, как она называется. Вот в этом случае, если есть такое условие, разрешается ли брать какие-то товары в рассрочку? Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха. Затем ответы на эти вопросы с дозволения Аллаха будут короткими, по мере возможности, чтобы мы смогли полностью использовать нашу встречу и разобрать большую часть вопросов. Эта сделка содержит в себе условия, не имеющие законной силы. Условие продавца, что если покупатель запоздает с выплатой, то он наложит на него штраф или добавит к цене. Как, например, мы продаем электроприбор за 100, а если покупатель опоздает с выплатой, то его цена станет 110 и так далее. Это одна из разновидностей риба. Это риба насия, то есть риба, связанная с отсрочкой. Подобная сделка не является дозволенной. Некоторые покупатели говорят: «Я знаю или предполагаю, что, скорее всего, я выплачу сумму в положенный срок». Даже если ты выплатишь ее в положенный срок, и ты почти уверен в этом, то все равно не дозволено тебе заключать договор, не имеющий законной шариатской силы. Или по-другому мы скажем, что не дозволено тебе заключать договор, содержащий в себе условия, не имеющие законной силы. Как бы ты себе ни думал и не воображал, потому что до тех пор, пока этот договор содержит в себе условия, не имеющие законной силы, не дозволено тебе заключать его, так как такие условия делают договор недействительным. Поэтому я скажу, что такая сделка не дозволена, даже если он знает, что он перекроет этот долг своевременно. А наставление только от Аллаха. Однако подобный договор можно исправить, если аннулировать это условие, которое не имеет законной силы. То есть, когда покупатель договаривается с продавцом об аннулировании этого условия. В таком случае можно исправить этот договор. О, шейх, а как можно? Ведь почему продавец ставит такое условие? Для того, чтобы покупатель не относился к этому небрежно. Например, если не будет никаких устрашающих факторов, касающихся покупателя, относительно отказа от выплаты, то он может проявить небрежность. Даже если и так. Существуют определенные вещи, установленные шариатом, для страхования прав продавца. Например, поручительство, когда покупатель приводит человека, который поручится за него. Договор гарантий, когда кто-то берет на себя обязательство привести должника в случае, когда тот скрывается. Залог. Эти заверительные договора, именно с ними пришел шариат. А что касается прибавки к цене и подобного этому, то шариат аннулировал подобные действия. Хорошо. Также, шейх, если, например, продавец сказал, то есть он продал машину и говорит: если ты рассчитаешься вовремя, то я заберу машину обратно и верну тебе ту сумму, которую ты заплатил. Что вы скажете относительно подобной ситуации? Это дозволено. Нет в этом проблем. Например, если продавец продал товар покупателю с условием, что тот рассчитается через месяц. Через месяц покупатель не рассчитался. В таком случае нет проблем, так как продавец имеет право разорвать договор. Он разрывает договор, возвращает оплаченную сумму и забирает назад свой товар. В этом нет никаких проблем. То есть, если стало очевидным, что покупатель не платежеспособен или затягивает выплату, то у продавца есть право разорвать договор. Да, о, шейх. Однако, например, человек купил машину, и в течение этого срока он использовал ее. Если продавец только заберет назад свою машину и вернет оплаченную сумму, то при таком раскладе он окажется в убытке. Нет, потому что продавец также получил пользу от оплаченной суммы, так как на тот момент эта сумма находилась у него, и, возможно, он получил с нее какую-то прибыль. Может быть, он прокрутил ее.